Здравствуйте, компания Прогресс Авто и краткий обзор мини-трактора Mitsubishi MT-185. Такой вот полноприводный Mitsubishi к нам приехал. По шинам все отлично, задние без износа, но есть небольшие растрескивания, в принципе, как обычно, верхний слой с годами эксплуатации, к сожалению, трескается. Фрезы здесь у нас в комплекте нет, но есть трехточное навесное устройство, пальчики на месте. Также есть фаркоп, то есть изначально уже из Японии пришел трактор с фаркопом, соответственно, можно за ним спокойненько что-нибудь прицепить и таскать, например, телегу. Шины также все целенькое по левой стороне. Но, повторюсь, к сожалению, есть небольшие следы растрескивания по верхнему слою. То есть, не критично абсолютно, износ минимальный, но, тем не менее, для кого-то это важно. Дуга. Здесь у нас можно прикрутить козыречек к этому трактору. В принципе, по косметике, по остальным каким-то нюансам, которые можно было бы найти, все целое. То есть здесь также полы без коррозии, без лишних каких-то проблем. Наработка у нас здесь 1151 моточас, я думаю, видно ее. По остальному функции, в принципе, как и для всех Mitsubishi MT серии, очень распространено реверс. Очень любим и очень удобная функция. Естественно, ступенчатая коробка передач основная, раздаточка у нас здесь же, и здесь же отключаемый полный привод. То есть все это очень удобно, все по коробке расположено в левой части от водителя. Напомню, что для запуска данного трактора необходимо перевести рычаг в положение нейтрали и прижать его туда. То есть здесь у нас трактор запускается только так. По правой стороне от водителя видим кучу регулировочек по фрезе, соответственно, навесное устройство можно настроить под себя, как вам только угодно. Здесь же у нас вал отбора мощности и задняя передача, то есть 3 передачи вперед и 1 назад на вал отбора мощности, что также упрощает эксплуатацию данного трактора. Смотрим по приборной панели, естественно, все стандартно. Здесь же у нас функция быстрого разворота, включается-выключается. Напомню, что работает только на пониженном ряду, то есть нужно обязательно в пониженное переставить коробочку. Здесь же ручник, ну и в принципе все остальное, я думаю, понятно. Давайте трактор запустим. К сожалению, одной рукой будет это сделать максимально проблематично. Опять же, напомню, из-за того, что нужно прижать рычаг. Но попробуем что-нибудь придумать, поэтому